Наверное, не буду. Конечно, хотелось бы, конечно, поблагодарить, во-первых, своих врачей, свою команду, буквально, доплоть директора ШВСМа Игнатия Александра Афанасьевича, что он был со мной рядом, и также нашего главного судью этого турнира, хотя я не видел его. Все, весь турнир, наверное, чуть напряженность была у него. Первый раз такая ответственность у него была. В Якутии, наверное, в одной истории, наверное, только главный судья, наверное, был Семен Сергеевич, поэтому я думал, он на все уровне все выполнил. Поэтому хотелось бы, конечно, я думал, ожидал бы сегодня побольше народа. Этого мало народа, более такое. И надеюсь, в будущем буду радовать вас. Конечно, не буду о себе говорить, как я выступил. Я выступил средне, думаю. Я только набираю объем. Думают, наверное, некоторые, что я уже все, у меня ресурс закончился и так далее. Но я никогда не сдавался и всегда верю, что я выиграю в будущем. И поэтому я думаю, и другим ребятам, которые никогда не ломайтесь в будущем и всегда надейтесь на себя, только на себя, не на кого-то там со стороны, кто-то тебе поможет там или кто-то, не знаю, как. Поэтому я думаю, вкратце хотел похвалить своих ребят, которые выступили на этом турнире. Я думаю, очень хорошо все выступили. И, конечно, ожидалось, с другой с нижней сетки ожидал кого-то из Якутии. Не только, конечно, Рассадина. И ожидал Дмитрия Аксенова, который хорошо очень выступил. Вообще достойно, думаю, и очень хладнокровно себя вел на ковре, на таком большом ковре, хотя он выступает, наверное, первый раз. Первый раз, да? Первый раз выступает. И, конечно, на другие ожидал, много ожидал и Николая Хлопкова. Ну, пока он еще свой стиль такой не находит, в таком стиле, я думаю, еще невозможно бороться, как он борется в таком медленном. Поэтому, ну, Рассадин, думаю, ожидал большего. Ну, столько выступал на соревнованиях, более опытный, но очень плохо проявил себя, и думаю, психологически даже сам, и поэтому был готов, конечно, физически, функционально хорошо, но просто такие ошибки делал, которые невозможно делать на большом ковре. Берет ногу, я как-то расхалявленно чуть боролся. Ну, остальные ребята, Егор Пономарев очень хорошо себя проявлял, и на ковре он хорошо тренируется, всегда со мной рядом, поэтому не отстает. Нергун Скрябин хорошо боролся, хотя я перед этим его сильно очень настраивал, чтобы он выиграл японца и так далее. Ну, хоть даже если не выиграл бы, я бы японца наказал бы за место его. Поэтому я даже не сомневался, потому что не на каждом турнире, где я участвую, никогда в себе не сомневались, что где-то я займу третье место и второе место. У меня в таком вообще характере даже нету. Не знаю, даже не хочу я даже третье думать и второе место. Поэтому для чего у меня третье, а второе? Ну, как-то мне не интересно даже третье, второе. Поэтому меня только волнует первое место. Поэтому я хочу, чтобы Российская Федерация всегда было золото, и у Республики Саха-Якутия всегда было золото. Поэтому хотелось бы... Сбор прошел хорошо у нас, очень хорошо. Ребята все были собраны, команда вся была собрана, врачи все за нами, за мной аж каждый день бегали, чтобы я анализы сдавал, все получал, все медикаменты. И мой тренер Дмитрий Иванович, конечно, хотел поблагодарить, что он со мной был, всегда рядом. Вообще, когда я начинал, только чуть ли хотелось чуть-чуть немного отдохнуть от ковра, но чуть-чуть я долго продолжил отдохнуть. Иван Иванович мне сказал, давай, начинай. И еще последний цикл, чтобы я никогда не жалел. В общем, поэтому, как Иван Иванович мне говорил, у меня всегда надежда есть, что я поеду на Олимпиаду. Но до Олимпийских игр уже мало осталось, буквально 2 России, которые есть составных. Ну, главное самое это будет в 2012 году. Поэтому я с весом уже я определяюсь, конечно, конкретно 57 буду бороться. Поэтому уже понемножку держу вес, оптимальный вес 64, 63 хочу держать. Не как раньше, хотелось бы, чтобы 66 было. Поэтому 64 должен гонять. Поэтому я только объем набираю. Думаю, поражение в Ташкенте у меня немного не набралось объем, наверное. Буквально. И с весовой категории немного чуть резко согнал, поэтому все делал в объеме. Не хотелось. Ну, в одно время, конечно, хотел отказаться от чемпионата мира в Ташкенте. Ну, все-таки
думал продолжить. И главное не бояться от поражения, но остальное все нормально. У меня такой был стиль, не знаю, в Стамбуле. Стиль все равно резко никак не поменяешь, свой, не знаю, просто немного у меня настал более настигающий немного. Хоть миллиметры, но сантиметры иду вперед немного. Конечно, хотелось бы идти, да. Но все равно с такими ребятами, которые все опытные, которые сами видели, с кем я встречался, и другие, которые более молодые. Ну, я, конечно, себя не считаю старым. 26 лет у меня только, и которые все есть ровесники. Все мои почные ровесники. Поэтому не то, что поменял, просто у меня объем поднялся, еще раз хотел сказать. У меня много, вот год только у меня был. Ладно, Россия, если честно говоря, у меня жеребьевка была слабая. Ну, это ладно, это так и есть, я ничего не буду скрывать, ничего такого. Как есть такая жеребьевка, такая у меня и была. Вот. Но зато я выиграл эту Россию. Мало кто, кому придется здесь на чемпионат России в Якутске выигрывать. Это даже психологически тяжело просто. Самое тяжелое, я думаю, наверное, в Якутске мне бороться здесь. Перед всеми вами, которые все наблюдаете. Вот так вот. А так, стиль просто, конечно, чуть атакующий сделал. Ну, я думаю, уже у меня объем уже поднялся, немного функционально, уже физически уже подготовлен. Потом в будущем еще хочу задавать своим соперникам темпу еще немного. Просто надо бороться. Думаю, если когда я борюсь, все будет хорошо. Вознаграждение за спортивные результаты по вольной борьбе, за занятые места на международном турнире Golden Grand Prix Иван Ярыгин премировать Лебедева Виктора Николаевича за первое место 150 тысяч рублей. Тренера Мадасяна Владимира Гигамовича и первого тренера Дмитрия Ивана Ивановича. Скрябина Иргуна Владимировича за третье место 75 тысяч рублей. Тренера Захарова Кирилла Николаевича и первого тренера Игнатьева Гаврила Сергеевича. Пономарева Егора Терентьевича за третье место 75 тысяч рублей. Тренера Кириллина Владимира Николаевича и первого тренера Яковлева Егора Ивановича. Президент Борисов Егор Афанасьевич.